Добрый вечер, это Якутия-24 в прямом эфире, программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Вакцинация от коронавируса. Сколько человек по Якутии получили первый компонент на сегодня? Кормозаготовительная компания. Какие проблемы и задачи стоят перед районами в этом сложном сезоне? Борьба с вредителем. В Якутии продолжается нашествие сибирского шелкопряда. Чем это может грозить? Приемная кампания. Абитуриенты подали более 1000 заявлений в СВФУ в ходе первой недели. Какие направления в лидерах? Обратный отсчет. Считанные дни остаются до церемонии открытия спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» в Горном Улусе. Сегодня президент России подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми, проживающим на территории России. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в пенсионный фонд за назначением такой выплаты до 1 ноября этого года следующим гражданам. Одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей. По данным Республиканского оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в столице 56. В Жиганском районе 10 случаев обнаружено, в Нерюнгринском районе 5, Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Ленский районы по 4, Усть-Алданский и Хангаласский районы по 2 случая, ну а Верхнеколымский, Вилюйский, Кобяйский, Намский и Аймяконский районы по 1 случаю за сутки. С 1 июля 2021 года на территории республики начинает работать диспансеризация ранее заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим соответствующие наши центральные районные больницы, они оснащены соответственной информацией, подписаны соглашения с Российской Федерацией, Минздравом Российской Федерации о выделении денежных средств на проведение диспансеризации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией до данного времени. Что касается вакцинации, то в Якутии первый компонент прививки от коронавируса получили свыше 200 тысяч человек, это более 50% от общего плана. Однако расслабляться рано, темпов, которые выросли в последние дни, нужно придерживаться, призвал на заседание оперативного штаба глава республики Айсен Николаев. Он констатировал увеличение количества желающих вакцинироваться. Всего первый компонент вакцины получили 211 тысяч человек, а второй компонент – 175 тысяч. Он поручил оперативно доставить в районы поступившие на днях партии вакцины. Ну а районы, где по республике будут лучшие показатели по вакцинированным, планируют поощрять. Внести предложение по поощрению также поручил глава Якутии Айсен Николаев. Среди лидеров он назвал Ивано-Бутантальский район с 93% от плана, далее Аллайховский улус 88%, Момский 88%, Жиганский 83%. При вакцинации населения он призвал обратить особое внимание на труднодоступные населенные пункты, которые зачастую остаются вне поля зрения районных оперштабов. В частности, из-за такой ситуации очаг заболевания распространился в селе Кырыкы Верхневилюйского района. К другим темам, сложная лесопожарная обстановка наблюдается в 14 районах. По оперативным данным авиалесоохраны в регионе действуют 300 природных пожаров, за сутки ликвидировано 36. Сложная обстановка сохраняется на территории следующих районов: Верхневилюйского, Верхнеянского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нерюнгринского, Алекминского, Аймяконского, Усть-Майского, Тампонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где в общей сложности зафиксировано 255 очагов возгораний, говорится в сообщении. На особом контроле Главного управления МЧС находятся 5 природных пожаров у сел Чемнаи, Уолба, Эльдикан, Ударник и Телеги. Следует отметить, что за сутки количество пожаров уменьшилось на 13 очагов. Площадь пожаров, к сожалению, увеличилась более чем на 83 тысячи гектар. За счет прироста площадей на действующих пожарах
прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 14 районов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного, Татинского и Мегино-Кангаласского районах. В случае ухудшения обстановки на территории Тампонского района в готовности на убытие еще одна группировка ведомства. Ан-26 «Циклон» вызвал дожди для тушения лесных пожаров в Верхневилюйском, Мирнинском, Нюрбинском, Сунтарском районах. Вызывание осадков искусственным путем проводилось 30 июня и 1 июля. Обработке подверглись средние кучевые и слоисто-кучевые облака. В ходе осуществления работ использовано примерно 100 пиропатронов для проведения 8 воздействий на кучево-дождевую облачность. В результате проведения этих работ в 63% случаев вызваны осадки средней и высокой интенсивности. Отмечается, что осадки показали действенную помощь в локализации лесных пожаров. В Якутии продолжается нашествие сибирского шелкопряда. Массовое размножение шелкопряда наносит лесному хозяйству республики серьезный урон, второй по значимости своей опасности после лесных пожаров. В период массового размножения на каждом дереве может находиться от 200 до 2000 гусениц. Чем это грозит и как борются с опасным вредителем, выясняла наш корреспондент Надежда Саханская. Десятки гусениц на одном дереве и таких пораженных лиственниц сотни и тысячи. Так выглядит нашествие сибирского шелкопряда в Якутии. Массовому распространению такого насекомого способствует несколько факторов. Это жаркое лето, отсутствие дождей и снежная зима. Первые новости о нашествии сибирского шелкопряда появились в начале июня. В то время вредители обнаружили в Хангаласском районе и на территории Мархинского лесничества. Тогда сообщалось, что площадь распространения шелкопряда составляет около 700 гектаров. Сейчас в Центральной Якутии установлены фитосанитарные зоны в местах распространения шелкопряда, где ведутся работы по локализации и ликвидации очагов вредителей. На данный момент мы обработали больше 70%. Обработка у нас проводится в основном в ночное время и поздневечернее. Приблизительно при хороших погодных условиях, при отсутствии задымленности работы планируется закончить до начала следующей недели. Самая крупная вспышка поврежденных лесных массивов была зафиксирована в Якутии с 1999 по 2003 годы. Тогда территория заражения шелкопрядом достигла 8 миллионов гектаров. Учитывая, что подобное явление циклично, специалисты не расслабляются и прогнозируют риски к ближайшей осени. Осень этого года мы прогнозируем увеличение численности и увеличение площадей этих очагов. В Намском районе до 600 тысяч гектаров, в Мегино-Кангаласском до 20 тысяч гектаров, в Ангинском тоже 20-30 тысяч гектаров площадь будет. Биологические инсектицидные препараты – один из эффективных методов борьбы с такими вредителями. Для уничтожения шелкопряда используется особый препарат кланрин, используемый для борьбы с широким спектром вредителей. Данный препарат имеет 3-й класс опасности. Он безопасен для людей и крупного рогатого скота. Вот он, опасный вредитель хвойных лесов Сибири и Дальнего Востока. На одном дереве может находиться по нескольку подобных гусениц. Однако результаты химической обработки видны невооруженным глазом. Отметим, что обработка лесов республики продолжится. На дорогах, ведущим к очагам распространения сибирского шелкопряда, появятся информационные плакаты о запрете посещения участка, а также о карантинном сроке. В связи с этим местным жителям не рекомендовано посещать лес и собирать грибы, ягоды и лекарственные травы. Надежда Саханская, Семен Семенов. В правительстве обсудили с главами районов подготовку к кормозаготовительной кампании этого года. Отметим, что этим летом из-за отсутствия дождей, аномальной жары, лесных пожаров в ряде районов, а также нашествия саранчи в центральных улусах сложилась неблагоприятная обстановка для сенокосной кампании. В этом году объем сена составляет 456 тысяч тонн, и по прогнозам глав районов ожидается выполнение только 70% от годового плана. Вице-премьер Якутии Михаил Никифоров поручил муниципалитетам быть предельно готовыми обеспечить укос сенокосных угодий на местах в полном объеме. Также сказал организовать массовый выход на заготовку грубых кормов, начиная с июля.
а также создать мобильные звенья по заготовке сена внутри территории муниципальных образований на отдаленных участках. Мы планируем предусмотреть определенные финансовые средства для организации мобильных бригад. И самый главный вопрос у нас, глава ставит вопрос о перевозке заготовленного сена, извне улусов. Ну да, у нас есть постановление правительства, которое, в принципе, это регулирует, поэтому я, главам об этом сказал. Самое главное, что перевозка кормов, объем финансовой помощи будет утвержден. Скорее всего, это будет следующий финансовый год. Мы будем четко отслеживать ситуацию. Наверное, в следующем финансовом году, возмещение затрат по транспортным перевозкам предусмотрим. Нефтяники помогают восполнять водные ресурсы Якутии. На протяжении 7 лет специалисты ТАСС «Сюряхнефтегазодобыча» выпустили в Вилюйское водохранилище более 3 миллионов мальков пеледи. Подробнее в сюжете Сергея Михедова. Пеледь Вилюйского водохранилища начинает жизнь здесь, на Чернышевском рыбоводном заводе. Эти мальки появились из икринок недавно и в условиях, максимально приближенных к естественным, достигли нужного размера и веса. Теперь их можно отправить на волю. Компания ТАСС «Нефтегазодобыча», которая является дочерним предприятием Роснефти, уделяет особое внимание сохранению уникальной природы Якутии. Забота о водных ресурсах – важное направление в экологической работе предприятия. В этом году заключен договор на выпуск личинок пеледи в Вилюйское водохранилище. И вот этот значительный вклад в развитие рыбоводства и по аквакультуре в республике в целом. Подготовка мальков к большому плаванию – процесс ответственный и сложный. Чтобы мальки легко перенесли транспортировку, их помещают в специальные пакеты, которые заполняют кислородом. Пускаем кислород, чтобы рыба дышала, пока доедет до места. Живая была. Местом запуска мальков выбрана живописная местность – ручей Аннях, левый приток реки Ахтаранды. В начале лета температура воды позволяет детенышам легко адаптироваться к новым условиям. ТАСС «Нефтегазодобыча» – это дочернее общество, которое входит в периметр компании ВМК «Роснефть». И, в общем-то, всю мы свою деятельность всегда проводим только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по экологии, с теми принципами и с той стратегией компании «Роснефть». Данное мероприятие мы проводим на протяжении 6 лет. Мы достаточно эффективно сотрудничаем с Чернышевским рыбзаводом. И за этот период мы уже выпустили в Вилюйское водохранилище более 2,5 миллионов личинок рыбы сиговых пород. Данное мероприятие – это очередное зарыбление Вилюйского водохранилища. И на сегодня мы провели зарыбление и выпускаем более 730 тысяч личинок пеледи. Очередная партия сиговых рыб выпущена в речку Аннях. Более 700 тысяч мальков. Отсюда пеледь распространяется по всему Вилюйскому водохранилищу. Так сохраняется ее популяция. Наше молодое поколение, наши дети уже как раз и увидят результат нашей проделанной работы. Надеюсь, что это будет хорошим началом продолжения длительной работы. Всего с 2014 года нефтяники выпустили в реки Якутии свыше 3 миллионов личинок. Сотрудники ТЮНГД реализуют и другие экологические мероприятия, занимаются восстановлением лесов и земель Якутии, участвуют в субботниках, практикуют раздельный сбор мусора на своих производственных объектах. Их приоритет – сохранение биологического разнообразия и неповторимой красоты якутской природы. Сергей Михедов, Ивана Филиппова, Кирилл Шолохов. Поселок Чернышевский. На годовом общем собрании акционеры компании «Алроса» приняли решение выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года. Сумма дивидендов за этот период составит более 70 миллиардов рублей. 70 миллиардов 300 миллионов рублей. За всю историю компании это рекордная сумма полугодовых дивидендов и немногим меньше выплат за весь рекордный 2018 год. В начале коронавирусного кризиса «Алроса» своевременно приняла комплекс решений, которые помогли мировой алмазо-бриллиантовой отрасли продержаться в жизнеспособном состоянии. И благодаря этому продажи компании смогли восстановиться уже в августе прошлого года, вскоре после возобновления продаж ювелирной продукции на ключевых рынках Соединенных Штатов Америки и Китая.
Поэтому по итогам второго полугодия сложнейшего коронавирусного 2020-го Якутия и районы получат в 3 раза больше дивидендов, чем за 2019 год. Это 23 миллиарда 200 миллионов рублей. Отмечу, что это рекордный объем полугодовых дивидендов. И выплата, намеченная на август 2021 года, лишь немногим меньше, чем за весь 2018 год, который считается рекордным по продажам для алмазной отрасли. Налоговые и неналоговые платежи Алроса – одни из основных источников доходов республиканского бюджета. Первая часть складывается в основном из налога на прибыль самой компании, налогов на добычу полезных ископаемых и на доходы десятков тысяч физических лиц, работников компании. Вторая часть – дивиденды, которые правительство республики и 8 муниципалитетов получают как акционеры Алроса пропорционально своим долям в компании. Хочу отметить, что в целом только за последние 3 года, начиная с 2018 по 2020, Якутия получила от Алроса на 20 миллиардов рублей больше дивидендов, чем за все предыдущие 8 лет, начиная с 2010 по 2017 годы. И дивиденды от Алроса, как и налоги, правительство нашей республики и администрации районов используют в рамках своих бюджетов, решая текущие и стратегические задачи от выплаты заработной платы сотрудникам бюджетной сферы до строительства объектов инфраструктуры. От 70 до 90% получаемых районами дивидендов идут на инвестиционные проекты, и благодаря дивидендам Алроса районы Якутии финансируют программы переселения из ветхого и аварийного жилья, ремонтируются дороги, котельные, системы водоснабжения, строятся новые современные детские сады, школы, развивается система здравоохранения, а также проводят интернет в отдаленные населенные пункты нашей республики. С 2010 по 2020 год компания перечислила в экономику республики почти 940 миллиардов рублей, из которых уплачиваемые в бюджет налоги и дивиденды составили 502 миллиарда. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. Абитуриенты подали 1252 заявления в СВФУ в ходе первой недели приемной кампании. В этом году набор идет исключительно в дистанционном формате. В последние 2 дня наблюдается небольшой ажиотаж, сказали в университете. Лидером по количеству поданных заявлений пока является медицинский институт, 134 научную форму обучения. На втором месте пединститут, там подано научное обучение 75 заявлений и 73 на заочное. Замыкает тройку лидеров Институт математики и информатики, 104 обращения на очное обучение. По программам специалитета и бакалавриата прием завершится 15-29 июля, в магистратуру и аспирантуру 10 августа и на среднее профобразование 10-15 августа. Ну а в агротехнологическом университете всегда чистый свежий воздух. Такая благоприятная атмосфера появилась благодаря роботу-ведроиду. Робот под названием «Фотон» свободно передвигается по коридорам и сам чистит воздух. Секрет работы заключается в кварцевом стержне, который находится внутри. Внизу рециркулятора установлен кулер, он засасывает воздух и с помощью ультрафиолетовых лучей насыщает воздух озоном. За 1 час робот «Фотон» очищает 3000 кубометров воздуха. Программистов, мы учим айтишников, у нас идет приемная кампания. И вот такие разработки позволяют нашим студентам добиваться больших успехов, видя перед собой реальные истории, реальные кейсы технологических прорывов. У нас студенты прошли практику в IT-парке. 15 студентов в колледже технологии управления, системные администраторы будущее. Второкурсники. 4 из них предложили контракты работать системными администраторами и программистами. Сейчас у нас еще 2 студента из инженерного факультета, студенты 2-го курса, уже трудоустроились. Добавим, что АГАТУ планирует принять 1300 абитуриентов, из них 903 человека на бюджетные места. Дополнительно выделено более 110 целевых мест. На сегодняшний день поступило более 300 заявлений. Переходим к другим темам. Городской парк в Ленске настроен вернуть статус культурного центра города. С конца 90-х он оставался заброшенной территорией. Год назад парк попал в программу благоустройства «Комфортная городская среда». Теперь предстоит освоить 130 миллионов рублей на улучшение этой территории. Сюжет из Ленска.
Ксения Попова – мама в декрете. Несколько часов в день уделяют прогулкам. Малышу нужен свежий воздух. Старший ребенок Ксении уже гуляет самостоятельно. Лучшее место считают городской парк. Если младший ребенок может поиграть на площадке, на качелях покачаться, на горке покататься, ну и, конечно же, в песочнице, то старший ребенок может провести время на скейт-площадке, ну или вообще всей семьей можем в футбол поиграть на футбольном поле. Облюбовали парк и спортсмены, и профессионалы, и любители. Инфраструктура есть. Одной из первых здесь появилась футбольная площадка. Следом скейт-парк и уличные тренажеры. Сейчас это мини-спортивный комплекс под открытым небом и отличная кардиозона на прохладных аллеях. С марта по октябрь я стараюсь каждое утро выходить в парк на пробежки в 6 утра. Мне нравятся здесь дорожки, свежий воздух невероятный. А еще огромный плюс, что сделали освещение. То есть мне теперь не страшно. А вместе с освещением обновили скамейки, урны. Пересекая зеленую зону, протянулись дополнительные дорожки. Перемены в парке начались пару лет назад. Своими силами город положил новый асфальт, договорился со спонсорами об установке спортплощадки. А год назад парк попал в программу благоустройства «Комфортная городская среда». Теперь предстоит освоить 130 миллионов рублей. И это работа не одного года. Этим летом линчане увидят лишь часть перемен, говорят в управлении культуры. Завершаются работы по благоустройству территории вокруг многофункционального центра, мультифункционального центра. Этот центр предусматривает размещение кафе круглогодичного и, соответственно, предусмотрено помещение для работы клубных формирований. Все заметили, что возле этого центра есть детская площадочка. Очень такая миниатюрная, очень такая тоже притягательная. Уже видно, что там дети уже ее облюбовали. Аккуратные деревянные домики с горками для малышей. Те, кто постарше, скоро начнут осваивать новый веревочный парк. Здесь уже установили деревянную урасу со скалодромом и крутыми спусками. Для безопасности постелят прорезиненное покрытие. Ленский парк – уникальный объект. Сосново-лиственный участок естественного леса выделили в конце 70-х годов. Построили парк аттракционов. Фотографии на фоне колеса обозрения есть в альбоме каждого ленчанина. В 90-е все пришло в упадок. Аварийные аттракционы снесли. Территория эта до сих пор пустует, но в городском управлении культуры намерены вернуть ей историческое предназначение. Установка аттракционов здесь не будет противоречить новому проекту парка. Но удастся ли начать работы следующим летом, пока неизвестно. Олеся Васева, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». Церемония открытия спартакиады по национальным видам спорта «Игроманчары» в Бердигестахе состоится онлайн 7 июля. Увидеть открытие и закрытие с театрализованными программами можно будет в эфире НВК «Саха». Сценарий был составлен на основе произведений уроженцев горного района, народных писателей Сафрона и Семена Даниловых. В данное время решается вопрос по формату официальной части и параду участников. Начало трансляции 7 июля в 21:00 по якутскому времени. Впервые на играх Манчары абсолютный чемпион по стрельбе. Из традиционного лука получит в качестве приза автомобиль. Спонсором выступил Василий Николаев, который решил поднять этот вид спорта на новый уровень. Ориентировочно в стрельбе из традиционного лука планируют принять участие порядка 160 спортсменов. Это юниоры, юниорки, мужчины, женщины, ветераны. Все они имеют шансы стать абсолютным победителем игр Манчары. Финал состоится 9 июля. Программа подготовки начинающих тренеров по танцевальному спорту в Якутии стартовала сегодня. В одном из танцевальных классов Якутска начались теоретические лекции, которые сменились практической частью. Программа преследует сразу несколько целей. Одна из них – это увеличение количества занимающихся танцевальным спортом. Подробнее в сюжете Валерии Наумовой. Лекции, конспекты и семинары – все как в обычной учебе. Но программа для танцоров отличается большим количеством практических часов. Сегодня стартовал первый этап подготовки молодых тренеров. В Якутск приехали спикеры из Москвы и Новосибирска. Такой формат мероприятия на данный момент единственный в России. Инициатива провести подобную программу у нас созрела давно, еще в 2019 году. Предложил ее наша президент Союза танцевального спорта Людмила Николаева. Под ее эгидой мы проводим это мероприятие. На данный момент
Это решает очень много наших задач, которые стоят перед Союзом. Это и расширение тренерского состава, расширение доступности наших бальных танцев для населения, для детей, которые будут приходить и заниматься у нас, развиваться в танцевальном спорте и достигать высоких результатов. Полгода в ритме танго, а может быть и в ритме вальса. Зачем выбирать? Ведь на стартовавшей программе по подготовке начинающих тренеров будут освещаться все виды спортивных бальных танцев. Мы будем изучать все бальные танцы, европейскую и латиноамериканскую программу, но в том числе мы также будем знакомить молодых тренеров с различными видами хореографии, которые позволят им воспитывать учеников более многогранно и гармонично. Первый в России такого формата проведения мероприятия, когда Танцевальный союз воспитывает молодых тренеров, приглашая классного уровня специалистов. И я думаю, что программа на самом деле будет иметь дальнейшее продолжение, потому что это действительно того стоит. Когда смотришь со стороны, кажется, что это легко. Мягкие шаги, тягучие позы, но стоит попробовать самой, понимая, что за летящими шагами скрыто мастерство, наработанное годами. Ведь за пару минут танцор испытывает те же нагрузки, что и, например, пловец. По истечению программы подготовки и при выполнении заданных целей в Якутске должно увеличиться количество спортивных клубов, инструкторов по танцевальному спорту и численность занимающихся танцами. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите наш телеканал и будьте всегда в курсе.